Вот эти красные контейнеры, каждый размером с КАМАЗ, автономные дизель-генераторы. Они появились на Воркутинской ТЭЦ-1 в начале этого года. С их помощью уже в августе, в День шахтера, энергетики впервые в истории города запустили в работу оборудование обеих воркутинских ТЭЦ с нуля. Убедились, блэкаут, то есть массовое отключение электричества, в Воркуте не грозит. Мы видим совершенно другой объект, который практически отвечает высоким стандартам обеспечения теплом и энергией нашего самого северного города. Кроме дизелей, ТЭЦ-1 в этом году обзавелась новой аккумуляторной батареей, которая также позволила значительно повысить надежность оборудования. Станция, снабжающая теплом центр заполярного города, а электроэнергией весь воркутинский энергоузел и частично ИНТУ, работает бесперебойно и уверенно проходит очередную 75-ю по счету зиму. Анна Знахарева работает на первой электроцентрале более 40 лет. Застала тех, кто стоял у истоков станции, занимался ее расширением. Люди все вообще доброжелательные были. Люди еще были старой закалки, все военные были в основном. Сегодня не только первая ТЭЦ, но и все воркутинские энергообъекты проходят через масштабные ремонты и модернизацию. Инвестиции позволили обновить оборудование и в несколько раз снизить количество аварий. Если в 2016 году мы со сдержанным оптимизмом смотрели в будущее, то в этом году уже, я уверен, этот оптимизм гораздо серьезнее. Есть еще чем заняться, есть куда двигаться, есть куда развиваться. Может, мы еще недостаточно интенсивно это делаем, но главное положить начало, главное стремиться к этому. 75-й день рождения станции ее коллектив встречает на рабочих местах. Надежность здесь всегда была и будет задачей номер один.